Итак, сегодня 10 февраля, начинается новое путешествие. Мы прилетели в Магадан 2 дня назад. Сейчас готовим машину, большой Урал с кунгом, в котором мы будем жить почти 2 недели. Из Магадана мы отправляемся в сторону Якутии. Но дальше я расскажу, какое у нас будет путешествие, какое у нас будет приключение. Нас ждет очень дальняя дорога. Запомните, 10 февраля. Февраля. Сегодня выехали из Магадана, движемся в сторону Якутии по Колымской трассе. Сегодня началось наше путешествие длительное. Вы увидите все. Пока ничего не буду рассказывать. Практически никогда не замерзающий источник. Наберем сейчас питьевой воды и отправимся дальше. Это наш дом на колесах. Едем по Тенкинской трассе. Заехали в первый населенный пункт. Называется Мадаун. Хотим кофейку купить. Посмотрим, что там за вкусняшка. Местные собачки тут встречают нас. Не очень холодно, но ветрено. Как обычно, минимум 1,5 метра. Однако. Километров 500 проехали, наверное. Больше. Вот. Устраиваемся на проживание, так сказать. Все друг друга снимают. Это наша хата на колесах. Сейчас печку затопим. «11 февраля». Первая ночевка закончилась. Сейчас чуть-чуть позавтракали. Поедем дальше. В будке было хорошо. Не замерзли совсем. Сейчас мы все переставим как надо. Все, поехали дальше. Покидаем Тенкинскую трассу, выходим на федеральную. Нет.
Все, приехали в Мяунджу, сейчас зальемся, поедем дальше. Так, неплохо выглядит поселок. Вернее, то, что от него осталось. Вроде как-то мороз какой-то даже. Заехали в какой-то очередной населенный, но не очень населенный пункт. Как-то он называется тут в их местном жаргоне четвертак. Но я что-то помню, на самом деле он называется 50 лет чего-то там. До Якутии осталось меньше 100 километров. Говорят, тут могут покормить. Пойдем проверим. Местные собачки. Надо запастись дровишками. Сделали небольшую остановочку. Тут столбы старые валяются, они никому уже не нужны. Их можно использовать на дрова. Едем от Магадана, еще что-то какая-то мгла за нами. Впереди голубое небо, но похоже, погода везде скоро испортится. Алло. Потихоньку, помаленьку въехали в Якутию. Тут как-то лес гораздо симпатичнее. Все, съехали мы, свернули с Колымской трассы. Свернули на Зимник. Нулевой километр. Вот, дальше нам на Сосыр. Осталось всего 187 километров. Туда! Залезай. Лезть не буду. Холодная. Наступило 12 февраля. Собираемся потихоньку. Мы уже почти доехали. Осталось где-то километров 150 до Сосыра. Ночевали здесь на реке. Пока еще темно на улице. Ну что, продолжим путь. Зимник здесь идет по речке Бурустах. Сейчас будет прииск Победа. И дальше через горки мы попадем в Сосыр. Когда-нибудь. Все, наступило светлое время суток. Поднялись уже почти в верховье Бурустаха. Где-то там перевал. К сожалению, рассветных красок нам не дали. А так место тут неплохое. Дорога очень медленная. Прыгаем с кочки на кочку. С одного бака в другой переливаем. Холодно.
Холодновато здесь. Однако. Заехали на перевальную часть. Быстро тут никак не разгонишься. Вот там где-то первые олени нам попались. В лесу пасутся. Прилично. Где-то, значит, тут оленеводы, наверное, есть. Что там написано? Перевал Потаповый. А, дорога идет. Тут где-то мы спустились, и перевал Потаповый. Давай, возьмемся тут. Ненадолго. Вот они, местные олежки, собираются тут на помойке. Ух, какие шустрые! Наледь тут красивая. Начались широкие открытые места. Балахан-Чистай называется. Красивые места пошли. Куда-то все выше и выше в горы лезем. Интересная такая наледь на небольшом ручье. Желто-голубая. Вышли немножко поснимать.
Перевал. Надо дать дань этому месту. Повесим свою веревочку. Ну все. Пусть нас сюда пустят и выпустят. Ой, какие сказочные места пошли. Спустились с перевала. Осталось до Сосыра где-то километров 90. И потеплело. Погода такая пасмурная. Стало тепло. Едем дальше. Да, ребята, мы в такие сказочные места заехали. Тут просто сказка какая-то. Красота. Ух. Да, здесь надо будет на обратном пути поработать как следует. Я в восторге. Какие-то тут прям совсем большие горы вокруг. Подъезжаем к Сосыру. Подъезжаем к Сосыру отведать сыру. Сыр у нас есть свой. В Сосыр со своим сыром не ездят. Дайте нам оленеводов. Завтра. Срочно. — 13 февраля. Доехали до поселка Сосыр вчера вечером поздно. Ночевали на окраине поселка. Пока еще никого нужного нам не нашли. Суббота, потому что чуть попозже будем искать главу администрации и делать все прочие дела. Мороз. Сегодня было морозно. В очень красивом месте стоит поселок. С двух сторон горы. На GoPro, конечно, это не видно. С одной стороны хребет Черского, с другой стороны Монский хребет. Наш дом на колесах. Выбаста сегодня пыталась не завестись. Печечка на дровах. Так, собираемся ехать к оленеводам. Вот наш буран готовится уже. Едем туда с ночевкой. Движуха началась. Ага. Вот. Здорово. Это Сосыр. В этом доме живут две оленеводы. А это у них запасы воды. Вот так вот воду добывают.
и сохраняют. Так, собираемся потихоньку. Это Света. Тут у них такие крутые девчонки, все на снегоходах гоняют со страшной силой. Собираемся потихоньку. А тебя как зовут? Сабрина? Как? Сабрина. Сабрина? Да. Отлично. Вот мы в гостеприимной семье Дьячковых в палатке. Маленький обед. Пойдем знакомиться со стойбищем венских оленеводов. Тут у них две палатки было. Палатки такие специальные, только в чистайских местах. В Сасыре такие палатки. Вот теперь третья палатка стоит. Это специально для нас поставлена палатка, чтобы мы тут одну ночь провели. В ней же мы будем сейчас снимать венов в национальной одежде. Вот. Сейчас. Вот сколько у них тут снегоходов, палатки. Такое хозяйство. Оленей тут сейчас пока нет. Они где-то немножко в стороне. Завтра их пригонят здесь. Будут загонять в кораль, считать, делать вакцинацию и прочее. Ну ладно, вы возьмите. Ну ладно, хорошо. Где? Шутка. Чего тут у нас на столе? Вот строганинка из вчера. Варенье, оладушки. Ну, это пока. Вот так это строганинку надо есть. Берешь такую вот штучку, макаешь соль, перец. Тает во рту. Вареного, да. Ну что где горбай? А Сибирь батар?
Вторую. Что тут у нас? Котлетки из Сахатова. Наступило 14 февраля. Ночь провели в этой палатке, которую специально поставили для нас, как на нормальные ивенские оленеводы. Начинается движуха. Поехали за оленями. Сейчас их пригонят, загонят в кораль, чтобы взять кровь на анализы. Вот так здесь добывают воду. Что тут у нас происходит в стойбище? Пригнали олешек. Но, похоже, еще не всех. Тут их должно быть около 1000. Че, Руслан, ловить будешь? Много-много оленей. Признали основное стадо. Целый партизанский отряд в лесу. Ага. Любители соли пришли. Нету. Соли нет. Соли нет.
Иргак тугу. Иңне ягылар. Бир атын кетир. Иңне ягылар. Браво. Татар иңне. Полторы дырым. В общем, такая непростая работа у местных оленеводов. 900 голов, у каждой надо взять кровь на анализ. Юбилейный олень 100-й оказался очень шустрый, не хочет сдаваться. 100. Загоняет очередную порцию. Ой, там много еще. Полевая лаборатория. Угу. Здесь берут предварительный анализ, но основной анализ делают в Якутске, куда отправляют эти пробы. А сегодняшний день завершается вот в такой необычной обстановке. Это большой гараж теплый. А вот и наш Урал стоит. Мы его тут оставили. И сегодня уже вернулись. Ночевать будем здесь.
А дальше посмотрим. Заглянем внутрь. Маленькая экскурсия в нашем жилище. Ага, у нас тут столик. Да. Никто никуда не ушел. В общем, тут на 5 человек лежачих мест поднимаются вот эти полки. Вот эти вот. Там вот печка есть. На всякий случай. Не на всякий, она нас греет. Вот. В общем, тут очень комфортно жить. Газ. О, чай закипел. Так, где кружка? 15 февраля началось там же, где вчера закончилось 14 февраля, то есть в гараже поселка Сусуман, где стоит наш дом на колесах. Сейчас пойдем в поселок, порешаем разные важные дела, а потом посмотрим. Наверное, сегодня к вечеру отъедем из поселка в сторону хребта Черского. Так, мы вот в гостях у Сабрины Дьячковой, правильно же? Нет, Корякина. А, Корякина. Ага. Ну, семья оленеводов Дьячковых. Это по папе Корякина, значит, получается. А мама Дьячкова. Вот, она у нас косторез. Вот у нее тут... Это все твои, что ли, изделия? Ого. Ну, и сестра тоже начинает делать. Сестра, да? Младшая. А показывай так по отдельности что-нибудь. Вот, я раньше это сделала. Какого? 2019 это я сделала. А это из чего? Из какой кости? Лося. Вот сахатой, да? Из рога Сахатова все делается, да? Это самое доступное. И Ну вот, да. если все это кинуть в перекись, она отбеливается. Вот, потому что она очень хорошо используется в косторезном деле. Вот я это раньше тоже сделала. Ну, это 29 февраля сделала. А вот это дерево, да? Нет, это тоже кость. А тоже кость? Это же... Просто она Вот это. по-другому обработана, да? нет, Ну. Ага. А это вот делается из этих кончиков, потому что они белые и более плотные. Ага. Но это задняя часть, это оленей рог. А учили тебя где этому? У меня есть учитель Егор Васильевич, он меня учит этому. Это здесь он, в селе, да? Ага. Местный, да? А вообще много косторезов у вас здесь, в поселке? Мало. Ну, из бивня мамонта вообще кто-нибудь делает? Делают на заказ. На заказ. Ну, это дорогой материал, конечно, да. У вас что-то своего практически нету бивня. Это откуда-то из более там северных улусов. Да, там. покупает. Однажды Егор Васильевич такой широкий, огромный купил себе на изделие. Ага. Какому человеку нужен был толк сделать? Оленей-то из рога мама. Он заказал. Ну, ты еще из бивня никогда не резала. Резала? Резала, да? Ага, только маленькие изделия. Ага. Он очень мягкий и хорошо используется. Он еще унык. Унык это чего? Так сказать, унык. Клубочьер. Он светится, он, короче, отражает. Да? Очень хороший материал. Угу. Так, небольшой перерывчик. Но Покажи еще чего-нибудь. это из рога горного барана сделан. Да. А подложка это камень какой-то, да? Камень, да. Я на горе нашла и Интересно. протащила все это с собой. Очень удачное здесь сочетание. Да, рог барана он по-другому смотрится совершенно. Вот. Интересно. Ну, очень, я сейчас не очень-то умею делать из горного рога. А он хуже, да, режется? Нет, хорошо режется, но если правильно сделать, он становится очень, как сказать, презентабельным, короче, сказать так. Ага. Презентабельно. Ну да. Но при его обработке выделяется очень сильный запах. Запах? Ну, роговица, видимо, горит. Ну, понятно. А вот этот морж красный, это... Это мне из чего? брат подарил. Просто брат подарил. Это что-то другое, да? Мне брат подарил. Вот. А из дерева, вон там, я смотрю, это тоже твои Да, изделия? Это из дерева, это да? мое самое первое изделие Ну-ка. из дерева. Это из дерева, да? Сначала мне говорили, что девочкам нельзя это делать, Да? а я умоляла, ждала 5 лет, а потом где? А что, девочки тут практически не режут, да? Нет, только я и моя сестра. Да?
Ну, родная сестра, да? Ага. Младшая, старшая? Младшая. Угу. Меня потом, короче, третья сестра. Третья, да? А если у тебя старшая еще сестра, да, есть? Нет, я самая старшая. Самая старшая, потом да? Камила идет, потом Эвелина, та Эвелина. А, Эвелина, да? Третья сестра. Василина по музыке, скорее всего. Она любит играть на укулеле, там петь. В общем, у вас такая творческая семья получается. Мгм. Здорово. Я так когда делала? Не помню. Я написала или нет? 2020 года. Это тоже из, Да. из лося, да? Мгм. Сахатова? Да. Мгм. Какая трубка тонкая. У моего учителя Егора Васильевича очень красивые изделия получаются. Я только учусь тех как. Сколько лет я учусь там? 4? 4 года, да, уже? Мгм. А в музее там есть что-нибудь косторезное? Мы, Да, вот, есть. мы в музей сейчас хотим сходить. Да. Вот. Мгм. О, интересно, вот это вот вещь. Это тоже дерево, вот подложка, да? Это дерево, а это кость. Ну, это понятно, да, что сами фигурки-то кость. А вот такие изделия, как сказать, это черный, это рога горного барана, а это белый лося Ну-ну-ну. Сахатова. Мгм. Из барана черные получаются, да? Да, только не знаю, из каких. Однажды мы нашли рога, которые были черные полностью. Да? Вот это сделали. Интересно. Не знаю, это какие были. И да. Вот. Когда мне было скучно, я это сделала, это обезьянку. Что поделаешь? А это такие маленькие лобы. Вот так. Эти. Ага. Я думала, что их резать, что ли, или сделать слитную. Я сделала этих совушек. Совушки полярные. И с разными породами. Это другая, кистоухая, это этой. Короче. Они у меня Да. на очень многих выставках бывали. А это пегас тут. Мгм. Это когда я сделала в 7-м? Или в каком-то классе делала? Пегаса? Ага. В 7 классе. Мгм. А сейчас сколько тебе лет? 16. 16? Ты сейчас в каком классе? Уже Уже все? Да? Я учусь, я же студентка уже. А, студентка уже? Мгм. Мгм. Вот. Ну, в прошлом году закончила, да, школу? 11 классов? Не, 9. 9? Девять Ага. классов. И училище вот это пошло, да? Мгм. Мгм. Потому что я не знаю английский. Понятно. Так это училище-то в Намцах, да, находится? А там чему учишься? В основном рисованию живописи. Ну, понял. Ага. Ага. Сейчас нам объясняют рисовать, как падает тень, штриховка Угу. и другие геометрические фигуры рисуем. Ну, понятно. Ах, сам Здорово. плакать захотелось. А сейчас как удаленно получается, да? О, это кусок кварца. Похоже. Хрусталь. Ну-ка, дай я посмотрю. Ну, Нет, это не кварц. это хрусталь. Вот это вот кальцит. Ну, это я странно. Я Это его где нашла нашла? в реке. В реке нашла. У реки, да? Ага. Точнее, пересохшей реке. Угу. Мы шли за оленями и вот нашла. Это там, где ваше это самое стойбище, да, в основном? В Момских горах. Да. У меня есть не памятные изделия. Это мой олень. Мой первый олень, как сказать. Ага. Его звали Шрамти, он был черно-белый. Угу. Он погиб очень достойным, можно сказать, таким способом. Есть же... Это, то есть у него прототип был живой, да? Мгм. В этой фигурке был прототип настоящий олень, да? Мгм. Да, он в каком-то году был как брачный сезон. Ну-ну. Ему рога подпилили и отпустили. Ага. Довольно выпас. А самцы в то время становятся очень агрессивными, на человека накидываются. Угу. И он там в бою лопаху ему сломали. Лопатку? Мгм. Ну-ну-ну. Он и Ага. пропал. Вот. И даже ничего не нашли. Ага. Вот так очень много самцов пропадает. Угу. Печальная история, конечно. Ну, что поделаешь. Жизнь у них такая, оленья.
А это вот орел на имевший горного барана. А, ну-ка. Это ты в реальной жизни такую сцену подсмотрела? Или Не, это показали да? раньше. Ага. Мой прадедушка такой видел. Прадедушка видел да, такое? где-то была фотография, но не знаю где. А такие крупные птицы тут водятся, да? Да. Угу. А раньше, когда на оленя рожали, орлы летали там наверху. И носили оленят. Ну, ага. Такие случаи бывали. Но их нельзя убивать. Орлов. Как бы святое, священное животное получается, да? Понятно. Их вообще не трогать, так сказать. Вот О, мамонты. кочевка. Угу. Я жду, когда кончится 40 дней. Вот наконец-то пойду обратно к Егору Сергеевичу работать. 40 дней это что? Сороковины. А кто-то умер? А, из родственников, да? А, вон, понятно. Достаточно близкий человек умер. Угу. А остальное нечего рассказать. Ну все, спасибо. Да. Очень приятно было послушать. Творческих успехов тебе. Ну, короче, мы тут пытались уехать, а оказывается, не так все просто. У нас тут трубка лопнула. В общем, маленький ремонт. Хорошо, что в гараже. Ну все, вроде бы поехали дальше. В общем, отъехали мы тут километров 30 от поселка. Успели даже чуть-чуть поснимать в красивом месте. Ну, теперь только утром, если что-нибудь получится. А пока что хозяйственные работы. Вот Петя чистит картошку. У нас сегодня в меню картошка с салом. Ну, зацените, как он это делает. Неправильно, да, ведь я чищу картошку? Сейчас вы мне расскажете, что надо делать все не так. Особенно на уютной кухне дома там у вас, да? Ну ладно, я знаю. У меня тоже есть специальная картофелечистка. А у нас за бортом тут, ну, тридцатник точно есть. А вообще тут где-то полтинник обещали нам какой-то ночью. Ну, надеюсь, что не будет этого. Печечка у нас тут, с печечкой хорошо. Вот так и живем. Очень сильно живем. Чай будем пить. Так, ужин у нас вот такой. Картошечка, огурчики, сало, лук, хлебушек, хрен. Водки нет. Технология изготовления строганина. «16 февраля. Мы заночевали у подножия хребта Черского. Здесь у нас был присмотрен еще по пути в Сосыр интересный ракурс. К сожалению, у меня сегодня утром сдохла камера. Это говорит о том, что температура была, ну, где-то 40 точно. И я этот рассвет не снял. Увы. Завелись с проблемами, но завелись, едем дальше. Мороз был явно очень-очень. Впереди горы хребта Черского. Сейчас войдем в ущелье и начнем подниматься на перевал. Утро. На трассе началась движуха.
Якутские ребята едут на пивек. Пора пополнить запасы дровищ. Незамерзающий ручей на выходе из гор. Наберем водички и поедем дальше. Так, у нас сегодня на ужин сосиски. Они полежали наверху, ну, на улице. Вот видите, что с ними получилось тут. Все такие заиндевевшие. Ну, не знаю, там сороковник-то точно был с утра сегодня. Вот ждем, когда они разморозятся. К сосискам у нас сегодня будет гречка. Это на меня поверни. Даже если сосиска замерзнет, все равно ее не брошу. Буду грызть ее зубами, потому что она хорошая. Это сказал Петя. Наступило 17 февраля. На улице пасмурно. Похоже, мы пока что ничего не будем снимать. Опять удаленная работа. Что там на улице? Мрак. Все серо, неинтересно. Переедем немножко сегодня, и там встанем, будем ждать хорошей погоды. Тепло, завелись благополучно. Сейчас немножко переедем, будем ждать погоды. Дров чуть-чуть напилили. Нашли кусочек угля. Здесь по дороге валяется. Падает с машины. Мы его подбираем. Вот здесь он лежал. Вот такая у нас экспедиционная жизнь. Ну вот, нашли вроде бы новую стоянку. Здесь мы планируем 2 ночи провести. Петя на общественных работах. Место сказочное. Кругом заснеженный лес. И здесь куча всяких интересных ракурсов. Будем их исследовать. Погода вроде бы хочет улучшиться. Думаю, что сегодня уже что-нибудь снимем интересное. Ну вот у нас наконец-то началась нормальная пейзажная фотосъемка. Погода улучшилась, хороший свет, может быть еще лучше. В общем, мы тут 2 дня будем снимать. Надеюсь, что-то получится интересно. Это, пожалуй, самое лучшее место вообще самая лучшая точка на всем маршруте. Я думаю, что здесь осенью будет просто потрясающие виды. Очень хочется сюда приехать еще раз осенью. Пришло время ужинать. Сегодня у нас на ужин пельмени. Доставай, Петя. Так. Мне кажется, это один большой пельмень. Но мы его все равно будем есть. Это якутский. Будем пытаться, по крайней мере. Пельмень.
Ну, ладно. С перевала. Посмотрим, что из этого получится. Как перевал? Перевал Поярков. О, с перевала Поярков. Это пельмень Пояркова. Так, запускаем пельмешек. Поярковский. Поярковский пельмешек. Так, ну я даже не знаю, что из этого получится. Ну ладно. Нормально. Будем экспериментировать. Так, пытаемся из одного пельменя сделать много. Посмотрим, что из этого получится. Что-нибудь получится. 18 февраля. Утренняя фотосессия. Вот так образуются наледи. Температура где-то 25-30 минус. Вода просачивается на поверхность и тут же замерзает с треском. Вот видите, какой дым. Ну, вернее, и пар, конечно же. Даже видно, как она наступает потихоньку. И моментально замерзает. Послушайте звуки. Так намерзает наледь. Граница ее расширяется. Даже немножко страшно. Но это не опасно. Вот сейчас она до меня дойдет. Сегодня у нас на ужин сосиски, арктический вариант. Не порти сосиски, не порти. 19 февраля наступило. Вышли на утреннюю фотосессию. Но света нам не дали. Собираемся сегодня ехать уже в сторону трассы. Готовимся к отъезду. Вебаста завелась. Уже хорошо. 2 дня машина стояла заглушенная. Сейчас разогреется, заведем. Поедем потихоньку. Ну ладно, поехали дальше. Маленький участок почти ровной дороги. Кайф. Вечного кайфа не бывает. Ну хоть немножко. Петя у нас ответственный за стол. Он его собирает, разбирает. Каждый день по одному разу, по крайней мере. Учитесь, как это делать. Не пойму. Сейчас будем пить чай. Потом у нас макароны с сосисками. Вот. Видели? Вот так это делается. Молодцы.
Сегодня у нас будет произведение кулинарного искусства. Петя режет мелкой стружкой сыр. А что делать, если терки нету? Да. Нету терки. Надо было брать терку. Терки нету. Терка по терке. А хочется макарошки-то с сыром. Вот. Утро 20 февраля. Встали в 5 утра, потому что было очень холодно. А вот сейчас уже едем. Осталось от Зимника километров 30. Потом выходим на Колымскую трассу и едем в сторону Магадана. Наступило светлое время суток. Уже едем по Колымской трассе. Дождались-таки солнышка. Карта дорог. Слушай, а там написано всего 14 километров от Брустаха. Стелла. На границе Якутии и Магаданской области. Якутская АССР. И Миконский улус тут начинается. А вон там в кустах стоит метеостанция Деленкир. Мост через реку Деленкир. На границе Якутии и Магаданской области. Казацкий пепелац. Это что такое? Тоже на Чукотку. Добрались до первого места, где можно нормально покушать. В народе называют четвертак. Тут даже телевизор есть. Вот. Вот. А по телеку показывают вот такую ерунду. Они там выживают, типа. Сюда. А у нас тут было... Вот здесь вот было 43 сегодня, говорят. А у нас там где-то точно полтинник был. Точки эвакуации всего 13. Лиза должна сделать так, чтобы ее плод выдержал еще 27 Вот, там плот строят. по воде. А мы просто едем по Колымской трассе. Вот, сегодня мы проехали очень много. Осталось 260 километров. Стоим на краю Усть-Омчуга. Здесь есть интернет. И Петю мы потеряли. Он весь теперь в телефоне. Меня здесь нет. Наступило 21 февраля. До Магадана осталось совсем чуть-чуть. Кажется, на этом наше путешествие закончится. Ну, пойдем чего-нибудь съедим в кафе «Вкусняшка» на Мадавуне. А потом уже к Магадану. Осталось совсем немного. Сюда мы забегали на пути туда.
Прощай, наш Урал. Наша дорога с тобой закончилась. Ну все, наше путешествие закончилось. Мы обосновались в уютной квартире в Магадане. Послезавтра у нас рейс в Москву. Путешествие было замечательное. Мы проехали 2500 километров по дорогам Колымы и Якутии. Отсняли много интересного фотоматериала. Будет о чем рассказать. Послезавтра вернемся в Москву, а 2 марта мне уже снова лететь в Якутию. Но это будет уже совсем другая история. На этом эта история завершается.